Начать планомерную и скоординированную работу с населением по оценке качества и уровня благоустройства городской среды призвал глава Юнусбек Евкуров на внеочередном совещании с руководством регионального штаба Общероссийского народного фронта. Поводом для экстренного совещания стал обнародованный рейтинг Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ, в котором Ингушетия занимает не самые выигрышные позиции. Ключевым критерием данного рейтинга является то, как муниципальными властями субъектов РФ учитывается мнение местных жителей при реализации проекта формирования комфортной городской среды. Глава региона отметил, что показатели общероссийской проверки являются не только результатом несистемной работы муниципалитетов с населением, но и маркером низкой медиаактивности глав муниципальных образований республики. По итогам совещания Юнусбек Евкуров также поручил собравшимся в кратчайшие сроки предоставить результаты соблюдения графиков сдачи социальных объектов в эксплуатацию. Исполнению данного поручения глава региона отвел срок в пару недель до проведения итогового регионального форума. Раз в месяц на уровне главы администрации должны встречаться. Потому что если вы не будете встречаться, вот этих потягушек будет много. Ждать, пока я это все увижу, потом встретимся. Этого нельзя допускать. Тебе надо разобраться, Ибрагим, ехать туда. Куратор, кто у нас там, ему позвонить, жестко высказать, на каком основании вы это сделали. Но опять же, надо до того, как это сказать, понять, где мы находимся. То, что мы не в лидерах находимся, я это вижу. Но опять же, то, что почему мы не в лидерах находимся, здесь тоже работа, опять же, администрации. Кто вам дал право? Я вот ездил уже в Малгобек, в Карабулаке мы сейчас открыли там. Я в Малгобек ездил, увидел полное самоустранение администрации от этого дела. Здесь со всех сторон идет партийный контроль, наш контроль, всех сторон контроль. Ну и вина ваша в чем? В том, что я ни разу не прочитал ни одну бумагу, что вот там надо нацелить внимание, там у нас что-то срывается. Там были у нас вопросы, связанные там с здравоохранением, там мы уладили, вы обращались по профсоюзам, уладили вроде бы. А вот по этому вопросу ни одного слова. Вы же должны держать на контроле. Ну что же, вот публичная там тема должна быть. Если там ОНФ совместно с этим проверили дорогу, качество дороги, сделали там замечание, но при этом отметили то-то, то-то. Вы же знаете, тоже работа есть. И это все должно проходить там. И мы должны понимать, сколько негатива. Если вы будете постоянно говорить, что все хорошо, тоже есть хорошо. А если вы там говорите там, в том процентном соотношении хорошо и плохо, и потом еще плохо поработали, сказали, вот здесь плохо, а потом через неделю опять же выдает информацию. Благодаря работе ОНФ, была тогда ссылка, сделано замечание, сегодня все исправлено. Вот красота, картинка. На этом примере задача. До 30 ноября провести рейды везде, выделить лучших, худших. Там, где у нас завершается, определить четкий график, когда мы это все сдаем. Там, где у нас сроки срываются, уточнить графики и вплоть до увольнения главы муниципального образования все наладить работу, чтобы мы до 25 декабря все дворовые площадки, все, что мы в этом году должны были закрыть, закрыли. И после этого сделать очень хороший репортаж. Пригласить там, тогда надо написать, там, чтобы мы пригласили, в том числе там руководство, кого-то пригласили с Москвы, и проехаться по всем вопросам, и уже выправить ситуацию, сказать, что вот Ингушетия сделала выводы, из аутсайдера выскочила там лидера.